Сегодня в программе о реформе избирательной системы в республике. Круглый стол в партии «Эра». В ногу со временем интерактивные доски школам Абхазии. Дорога стала уже. Обвал на 11-м километре автотрассы Псоу-Ингур. О реформе избирательной системы в республике шла речь на круглом столе, организованном сегодня партией «Эра». Обсуждалась и выборная система в целом. Подробности в репортаже Ренаты Шакая. Участники круглого стола высказывали различные точки зрения по обсуждаемому вопросу. Председатель партии «Эра» Беслан Будба рассказал о проработанном проекте, согласно которому количество депутатов не меняется, но выборы проходят по партийной и мажоритарной системам. Беслан Будба уверен, что увеличение числа парламентариев повлечет многократное увеличение расходов на их содержание. У нас была наработка, мы долгое время работали над законом о выборах по пропорциональной системе. Мы считаем, что вот то, что мы наработали у нас в партии, что это намного интереснее и важнее пойти по такой системе. Депутат парламента, представитель партии «Айнар» Алмаз Джапой, руководитель партии «Форум народного единства Абхазии», заместитель спикера парламента Даур Аршба выразили свое несогласие с представленным проектом политической партии «Эра». По их мнению, принятый в первом чтении закон об изменении количественного состава парламента – это необходимая мера на сегодняшний день. Изначально было предложение, изменить количество депутатов 35 на 45. Как вы знаете, 45 не прошло, впоследствии прошло 55. В принципе, 45, возможно, это была бы оптимальная цифра, но чтобы по партийному списку было больше депутатов, чем по одномандатной системе. По словам представителя политической партии Амсахара Гариса Манба, если принимать этот закон, то необходимо подготовить и законодательную базу. Иными словами, придется менять конституционный закон, и для этого необходимо время. Мне кажется, все-таки, когда вот эти вот вопросы возникают, нужно в комплексе рассматривать и все эти вопросы как-то вот озвучивать, когда мы разговариваем, говорим о проекте, да, вот если мы делаем, да, количество меняем. В Конституции четко написано 35 округов, 35 человек в парламенте. Значит, мы трогаем Конституцию в любом случае от того, что мы вот этот закон примем, он не будет работать, потому что в Конституции записано 35 депутатов. Председатель Коммунистической партии Абхазии Лев Шамба отметил, что с принятием этого закона придется столкнуться с множеством вопросов, связанных с организационными моментами. Сегодняшняя наша ситуация, в какой ситуации Абхазия находится, финансовая ситуация. Вы только считайте вот это за заработную плату. Надо заработная плата. Мы там сидели депутатами, 35 человек не помещались. Вы все были депутатами. Значит, новые здания нужны, новые штаты нужны, пенсионные обеспечения депутатов нужны. Вот вы посчитайте все, во что выльется. Мы сегодня, наша экономика готова к этому. Не готова. По мнению участников круглого стола, дискуссия по этому вопросу должна быть продолжена. Рената Шакая, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В соответствии с соглашением между правительствами Республики Абхазия и Российской Федерации о режиме торговли товарами, в Москве подписан протокол по ранее согласованным объемам поставок российских нефтепродуктов для внутреннего потребления в Республике Абхазия на 2016 год, осуществляемых без взимания вывозных таможенных пошлин России. Протокол подписан в рамках рабочей встречи российской столицы министра экономики Абхазии Адгура Арзенба и заместителя министра энергетики Российской Федерации Кирилла Молодцова. Сотрудниками службы государственной безопасности Республики Абхазия по подозрению в незаконном ввозе и хранении наркотических веществ задержан гражданин Республики Абхазия Аслан Ашуба, 1971 года рождения, житель Сухума. Об этом сообщает официальный сайт СГБ Абхазии. Установлено, что задержанный незаконно приобрел в Москве наркотическое средство метадон общим весом 7,876 грамм, что является особо крупным размером. Следственным отделом
отделом СГБ возбуждено уголовное дело в отношении Аслана Ашуба по статьям «Незаконный ввоз наркотических веществ в особо крупном размере» и «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта». Судом города Сухум подозреваемому Ашуба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Аслан Ашуба водворен в СИЗО СГБ Абхазии. 2016 год будет объявлен в Абхазии годом инвалидов, поэтому в рамках государственной программы будут увеличены расходы на поддержку граждан с ограниченными возможностями. Запланированный бюджет Государственного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии в 2016 году составит более 111 миллионов рублей. Сегодня, в Международный день инвалидов, сотрудники фонда и подведомственных ассоциаций, которые и сами являются людьми с ограниченными возможностями, говорили о проблемах инвалидов и не только войны. Нисфа Аршба продолжит тему. Этот фонд создали для тех, кому помощь нужна в первую очередь. Поддержка, внимание и забота – вот главные критерии работы. Порой сложно, чаще на грани возможностей. Но здесь редко кому отказывают, ведь сюда обращаются те, для кого вопросы здоровья, реабилитации жизненно необходимы. Сегодня Всемирный день инвалидов. Они нуждаются в поддержке близких, друзей и, конечно же, государства. Есть люди, которые прикованы к постели и нуждаются в постоянном уходе. В первую очередь, что я хочу пожелать им здоровья, самое главное здоровье, и чтобы о них не забывали никогда. Международный день инвалидов – это повод вновь привлечь внимание к проблемам живущих среди нас людей с ограниченными возможностями здоровья. Возможность быть неравнодушными к их судьбам, говорит глава фонда инвалидов войны Бадра Агарба. Я искренне благодарю всех, кто дарит тепло и внимание инвалидам. Слова особенного уважения людям, которые заботятся о детях с ограниченными возможностями, помогают им вырасти образованными и уверенными в завтрашнем дне. Пусть многие из вас с ограниченными возможностях, но невзирая на это, хочу вам пожелать простого человеческого счастья, любви и радости, понимания и здоровья. В этот день пожелания здоровья, слова поддержки адресованы всем инвалидам, живущим в Абхазии и за ее пределами. И не только как призыв уважать этих сильных и стойких людей, но и оказывать им возможную помощь, в которой они очень нуждаются. Нисфа Аршба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. 4 интерактивные доски Гагарскому лицею-интернату и 1 Министерству образования и науки подарил сегодня Международный фонд АПСН. Одна такая умная доска стоит около $4000. И в абхазских образовательных учреждениях их пока нет. Но, возможно, ситуация в скором времени изменится. Сария Смыр продолжит тему. Умная школьная доска на сегодняшний день пока остается только мечтой для наших школ. Позволить себе такую роскошь стоимостью почти в $4000 может не каждое образовательное учреждение. Сегодня этим новшеством могут похвастаться Гагарский лицей-интернат и Министерство образования. Такой подарок им преподнес Международный фонд АПСН. Для сегодняшнего, конечно, процесса образования очень важно использовать современные технологии. Если от имени Международного фонда АПСН можем хоть в этом процессе чуть-чуть помогать нашему Министерству образования, это для нас большая радость. Умная школьная доска – вещь, по сути, полезная и нужная. И для учеников открывает большие возможности. Ведь школьникам больше не придется пачкать руки мелом, искать замену высохшим маркером или же размахивать мокрой тряпкой. Это подарок для нас очень ценный, потому что умная доска, как его называют, интерактивная доска, она в образовательном процессе незаменимая вещь, и наши ученики, наши преподаватели нуждаются в таких вот новых технологиях в области образования. Я думаю, что это будет для них большим подарком. Пока эта доска единственная у Министерства образования. По словам Санера Гогу, они планируют каждый год дарить ведомству по 2 доски. А там, в свою очередь, их будут распределять в школы. И не только городские, но сельские. Сария Смыр, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.
В ближайшее время Абхазская национальная библиотека начнет функционировать. Сегодня ее фонд, хранившийся на время ремонта в Государственном индустриальном колледже, начали перевозить в здание библиотеки. В фонде около 450 тысяч изданий вместе с периодикой, из них 4,5 тысячи редких книг. За 3 года часть коллекции пострадала, но директор библиотеки Борис Чалари надеется, что благодаря реставрационным работам удастся восстановить все испорченные книги. Сами книги, нам кажется, что не очень-то пострадали, но есть фрагменты, которые, конечно, пострадали. Нас, конечно, это очень волнует, но мы будем иметь условия консервации, реставрации, обеспыливания. Мы применим все условия, может быть, и какие-то переплетные работы придется делать, но это все в процессе. Самое главное – в том помещении, где находились книги в складском, мы оттуда забираем. Сегодня в нашей программе «Прямой эфир» гости передачи «Ахюту» писатель Джума Ахуба и ученый Владимир Агрба. Тема разговора в прямом эфире – развитие абхазской литературы. На 11-м километре автодороги Псу-Ингур в районе села Хапста рядом с железнодорожным полотном произошел обвал проезжей части. По предварительной версии, из-за продолжительных дождей. Сначала грунт просел, а затем обвалился, образовав огромную промоину длиной более 14 метров. Также повреждены бетонные укрепления стен. Движение автомобилей затруднено еще и в связи с тем, что и без того узкая дорога из-за обвала стала еще уже. Репортаж Нисва Аршба. Грунт обвалился здесь еще ночью. Сначала треснул асфальт, а потом дороги и вовсе будто не было. Этот участок центральной трассы всегда считался сложным. И не только из-за рельефа и местоположения. Эту бетонную стену возвели в 50-х годах прошлого столетия. Собственно, как и саму дорогу. Есть версия, что строили ее немецкие военнопленные. Условия очень там тяжелые. Вы знаете, что там высота такая, что подъездов нету никуда, ниоткуда. С одной стороны железная дорога прижала, с другой стороны это откос большой очень. Это трасса, ее так без внимания оставлять нельзя. И просто так что-то сделать тоже нельзя. Это надо такое капитальное решение. Обрушение, возможно, произошло в том числе и из-за интенсивности движения. Если ранее по трассе проходило всего десяток автомашин, да и то малого тоннажа, то теперь большегрузный тяжелый транспорт – картина повседневная. Этот участок, конечно, очень тяжелый участок. Неприятности приносит нам. Я вот мало того, значит, вы видели, там верховые стенки тоже вот чуть-чуть выдавливает. В свое время, когда мы занимались реконструкцией этого покрытия, укладывали асфальтобетон там, то пару стенок у нас тоже развалились тогда. Одна вот это на 15-м километре, низовая стена тоже большая, там где, а вторая там чуть на 10-м километре рядом там с соседям, до верховая. Сейчас специалисты Абхазавтодора и Абхазстроя совместно обсуждают приемлемые решения. Главная задача – выбрать проект, который позволит навести на этом участке порядок, восстановить все разрушения при минимальных финансовых вложениях. Мы, изучив вот на месте, тоже обратили внимание на то, что сошел участок там длиной так, вдоль дороги до 14 метров, но примыкающие вот участки, там, по 5, по 6, по 7 метров, тоже примерно находятся в таком же состоянии. Имеются трещины, имеются отколы, там, и бетона, и асфальт тоже потрескался. И чтобы решить этот вопрос, мы хотим в комплексе сразу, хотя бы на этом участке, с его подходами к этому участку тоже убрать. Условия тяжелые, сужать оставшийся проезд никак невозможно. И исходя из того, что какую-то технику, спецтехнику можно использовать вот в этих на этом узком участке, мы, соответственно, примем решение о варианте, по которому будет восстановлена данная дорога. По словам специалистов, на восстановление дороги понадобится не 1 месяц трудоемкой работы. Сколько на это потребуется средств, говорить пока сложно. Но в том, что ремонт нужно начинать как можно скорее, не сомневается никто. Тем более, что даже небольшой дождь может грозить еще большими разрушениями. Нисва Аршба, Энвир Арджения, Адам Урджения, Беслан Джинджоля. Абхазское телевидение.
Истинно зимняя погода. С началом декабря в Пицунде выпали первые осадки. Град накрыл весь город белой пеленой. Осадки шли не переставая около 10 минут. Затем сразу же полил дождь, который все смыл. Вместе с тем, по сообщению синоптиков, температура в прибрежной части страны не ниже 5-7 градусов тепла. Несмотря на то, что вершины гор и предгорья уже заснежены, над побережьем светит солнце. Синоптики, в свою очередь, прогнозируют, снега в прибрежной полосе не будет почти до конца месяца. Вот он, настоящий субтропический климат, всего 600 метров над уровнем моря. Здесь в горах идет снег, как вы видите, а в прибрежной части солнышко. В поисках снега наша съемочная группа вместе с главным синоптиком страны Левардом Берцец поднялись в предгорье. Местность эта называется Авехо, неподалеку от Уазаба. Густые темные тучи, казалось, нависли прямо над землей. Шел сухой снег, крапинками ложась на влажную почву. Для нас, людей субтропического климата, заснеженная природа и стойкие морозы непривычное и вместе с тем долгожданное явление. Это снежная крупа, переходящая в снег. Это практически, как вы помните, вчера мы прогнозировали, что на территории Абхазии возможно ухудшение погоды на несколько дней. Но и то, что мы видим, и то, что вы видите, что горы открываются, уже там начинает формироваться антициклон, который будет господствовать в последующие дни на территории Абхазии. Уже завтра снег здесь растает, установится умеренная температура. Заснеженные горные вершины видны невооруженным глазом. С горной местности просматриваются великолепные солнечные пейзажи. С первыми снегами в горах предгорью начинает спускаться дичь. Для настоящих охотников это самое подходящее время. Их совершенно не пугает суровая зимняя погода. На обратном пути нам встретилось вот такое козье стадо. За порядком в нем настойчиво следит послушный пес. Крестьянин торопится загнать коз, наевшихся досыта остатками травы, в хлев, подальше от лесных хищников. Мудрые сельчане уже давно собрали урожай кукурузы, початки хранятся в амбарах. Активно идет и сбор мандарин. Важно успеть собрать урожай до первых заморозок. Стоит помнить, что плоды портятся при температуре минус 3 градусов. Синоптики обещают до конца месяца сменяющиеся дождливые и солнечные дни. При этом температура не опустится ниже 4 градусов тепла. Между тем, спуск к побережью Сухума занял не более получаса. Солнечным днем довольствуются горожане, наслаждаясь бодрящей прохладой. Здесь, на берегу, температура воздуха днем около 10 градусов тепла. Интересно, что в этом году наблюдается значительное похолодание. По словам Леварда Берцец, прошлогодний декабрь нас баловал. Были зафиксированы показатели термометра до плюс 24 градусов. А ответить с уверенностью на главный вопрос, будет ли снег к Новому году, пока рано. Вместе с тем, синоптики больше склоняются к положительному ответу. Асида Малия, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 1-3, днем 6-8 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.